Уважаемые телезрители, сегодня я поздравляю вас всех с большим праздником, крещением. И сейчас мы находимся в храме Казанском нашего города и беседуем с настоятелем храма отцом Петром. Отец Петр, скажите, пожалуйста, вот в наше трудное время, когда вера в народа в общем-то, подорвана, во все остается у очень многих людей вера в Бога. Вы что можете сказать вот по этому в плане, что у нас очень трудное сейчас время? Что вы можете сказать нашим телезрителям? Каждый человек вправе рассуждать и всегда взять времена немножко более тяжелые для нашей страны. Во все времена люди обращались к Богу за помощью, особенно тяжелые, конечно. И наши предки, как бы трудно ни было, они отстаивали интересы, прежде всего, духовной нашей жизни, веры. И они, говорится, вели борьбу до последних дней, чтобы устоять, не изменить своих убеждений. А эти убеждения всегда строятся на Руси, строились. То есть, как человек жил, и этим свидетельствовал он, в кого он верит, своими делами жизненными. И всегда Господь каждому человеку давал возможность свидетельствовать жизнью, в кого он верит, и подтверждать своими делами свою веру. И вот все тяжелые времена, Первую мировую войну, Вторую, вот и сейчас очень тяжелое напряженное время, люди стараются обращаться к Богу за помощью. И мы сейчас, говорится, находимся в таком тяжелом состоянии, говорится, объявлена война, и касается она всех жителей земли. И вот мы должны, говорится, приложить все усилия, чтобы вот это вот не разгорелось, а чтобы погасил этот очаг ненависти как бы, к человечеству, к друг другу. Мы должны через храм, в котором действительно невидимо присутствует сам Господь, и помогает каждому человеку приобрести все необходимое. А что не хватает каждому из нас, это вот любви, вот это вот добра, святости в какой-то степени. А она развивается и прививается здесь в храме испокон веков. Наши предки, они, говорится, отдавали один день в неделю, чтобы побыть в храме, чтобы получить этот духовный заряд, вот эту благодать, которая будет человеку давать возможность общения с Богом, и также с людьми, и с друг другом, и приобретать вот эту вот силу духовную и святость вот здесь, в этом святом месте. Отец Петр, вот сегодня большой праздник христианский. Он приравнивается, наверное, к таким вот знаменитым праздникам Пасха, Рождество Христово, Крещение, Троица. Расскажите немножко вот об истории, об этом празднике. Этот праздник связан еще в первом веке, когда Господь принял нашу человеческую плоть, то есть с Рождества Христова. Он связывает всех нас, мы как подобие Божие, мы должны все уподобляться Господу в чем-то на земле. А на земле человек живет, готовит свою жизнь к вечности, чтобы перейти с этого временного в вечность. Вот Господь показал своим примером, как человек должен жить на земле, каким образом приобретать вот эту вот силу, благодать, чтобы ее нести в мир, чтобы ее изливать на близких, в обществе, и быть примером жизненным для всех окружающих. Отец Петр, вот сейчас мы находимся в храме, он называется Казанский. Многие в городе, наверное, не знают, почему вот наш городской храм называется Казанский. Вы можете объяснить, почему? Божья Матерь испокон веков, она защищала и была, говорится, самой первой помощницей русским людям. И также она
с чем связано, почему наш храм назван в честь Казанской Божьей Матери. В этот день было утверждение, в общем, нашими светскими московскими властями, говорится, и Господь, и наши прихожане дали обет, что она действительно в этот день очень помогла и дала возможность, чтобы все люди, которые никогда не было храма здесь, они приобрели эту возможность сегодня вот действительно молиться и посещать этот храм. И они дали обет такой, что они назовут в честь. В общем, в данное время, проходило время Казанской Божьей Матери, празднование. Отец Петр, вот сейчас, пользуясь случаем, вы можете обратиться к многим нашим телезрителям. Что бы вы хотели им сказать в такой большой праздник? Самое главное, это мы все должны приобрести вот то богоподобие, которое Господь действительно спустился, пришел к нам на землю, показать, каким каждый человек должен быть, по крайней мере стремиться к этому. И Господь дал нам возможность всем приобрести это богоподобие, особенно в день празднования Богоявления или же крещения Господа. Вот мы все должны креститься. Не только, как говорится, внешне, а вот духовно родиться, чтобы жить вместе с Господом в вечности. Отец Петр, у вас сегодня был очень трудный день, еще не окончена служба предстоит, мы не будем вас задерживать. Большое вам спасибо. Пожелаю всех, чтобы все прихожане, не только жители города, побывали и приобрели хоть немножечко той любви, испытали, говорится, радости, духовно такого подъема. Спасибо еще раз, с праздником вас. К Титу послание святого апостола Павла чтение. Чадо Тите, явись ему благодать Божия спасительная всем человекам, наказующий нас, да отвергший нечестие мирских похотей, целомудренный, праведно, благочестно поживем в нынешнем веце, ждущий блаженного упования и явления славы великого Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, и же дал ей себе заны, да избавить нас от всякого беззакония, и очисти себе люди исправные, ревнителя добрым делом. Воспоминание тем начальствующим, владеющим, повиновайтесь, покоряйтесь, и ко всякому делу благо готовым быть. И даже в благости человеколюбия вися, Спаса нашего Бога, не отдел праведник, и же сотвориха мы, но по своей Его милости спаси нас баню погибытия и обновлением Духа Святаго, Его же излия на нас обильно Иисус Христом, Спасителем нашим, да оправдишься благодатью Его, наследницы будем в упованию жизни вечной. И Духове Твоему, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Принесите, Господи, сыны Божии, принесите, Господи, сыны овны. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Глаз Господень на водах возгреме. Аллилуйя.